Сегодня по приглашению председателя Аварского центра поддержки соотечественников Айдина Гагаева мы побывали во Дворце народного творчества Екатеринбурга, где состоялся вечер аварской культуры. Он был организован Аварским культурно-правовым центром поддержки соотечественников при поддержке представительства Республики Ингушетия в Свердловской области, Дома народов Урала и национальной культурной автономии Свердловской области. Наши соотечественники, аварцы, они живут и в других странах, в том числе в Турции, в Азербайджане, в Грузии, в Средней Азии. Когда приезжают они на свою историческую родину, поскольку не являясь гражданами, у них вопросы правовые возникают, в этом плане тоже им помогаем. Аварцы – один из самых коренных народов Кавказа. Они потомки древней кавказской Албании, и они основной живут именно в горной части и на равнинах Дагестана, в том числе на берегу Алазанской долины и Восточной Грузии. И с древнее, вот то, что вы сейчас видите, это небольшая часть аварской там ремесленного искусства, который давным-давно, тысячелетием уже занимается именно унцукули. Также есть такие же ремесленные искусства и в Сугратле, и другие селах и городах, где основном компактно проживают аварцы. Тут этот флаг означает, это древний символ государства Сарира, который существовал после распада Кавказской Албании на современного Дагестана, общедагестанское государство был. И с тех времен аварцы как бы символизируют именно вот этого волка. В нашем случае это означает, что это наш чисто национальный символ волк, и это карта нашей Свердловской области, то, что означает, что мы осуществляем свою культурно-правовую деятельность именно на территории Свердловской области. Мы представляем Таложскую национальную культурную автономию города Екатеринбурга. Приглашены аварской общественной организации на сегодняшнее мероприятие. Мы очень рады, что они нас пригласили. Все условия есть для развития нашей культуры. Государство заботится, чтобы мы сохранили свою культуру. Это помогает нам очень. Все народы имеют равные возможности для развития своей национальной культуры. Это самое главное. Сегодня вечер аварской культуры в памяти Абдурахмана Даниялова. У нас плюс к этому уже еще Навруз Байрам. Вот с сегодняшнего дня по 22 число мусульманский праздник. Это как Новый год у нас. Я рад, что вот наши организаторы, что такие праздники у нас, для нас все это организовывает. Спасибо, что всем, кто приходит к нам сюда, встречается. Разницы нету, аварцы, там, чеченцы, азербайджанцы, разные национальности могут все прийти на наши праздники. Будем почаще организовать такие праздники, надо присутствовать. Чувствуем себя прекрасно здесь, на Урале. Дети здесь родились все, учатся здесь, образование получают. Спасибо. Современники рассказывают об Абдурахмане Даниялове как о человеке простом и скромном, всесторонне знающем республику, ее экономику. Он был внимателен и доступен для любого простого человека. В то же время всегда требователен к себе и руководителям районов, городов и республики. Абдурахман Даниялов был врожденным интернационалистом, успешно управлял республикой как в военные годы, так и в годы восстановления. Специальными гостями вечера были заслуженный артист Республики Дагестан Курбан Кулизанов и ансамбль кавказских танцев «Дружба народов» под руководством Яниса и Елизаветы Поповых из города Ессентуки.